За 27 лет в нашей школе было всего 2 директора, поэтому нашу гимназию можно смело назвать фамилией Белецких. Все учителя нашей школы по-своему уникальны и интересны, и о каждом нам хочется узнать немного больше. Сегодня мы бы хотели открыть занавес и рассказать про Белецких Екатерину Анатольевну и Александра Федоровича. Мы составили список вопросов, которые интересовали нас больше всего, и наши уважаемые учителя с радостью на них ответили. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна и Александр Федорович. Спасибо вам большое, что согласились на наше интервью и дали возможность узнать вас лучше и рассказать ваши истории. Итак, давайте начнем. Давайте. Первый вопрос. Екатерина Анатольевна, как и когда вы поняли, что профессия педагога – это ваше призвание? Мне кажется, со школьных лет сразу, потому что я всегда была на переднем плане, я всегда была помощницей учителя, я всегда была комсоргом класса, даже комсоргом школы. Но самое главное, когда учитель вдруг не приходил на работу, то наш класс сидел очень-очень тихо. Я выходила к доске и начинала рассказывать книгу, которую я прочла. Читала я очень много. Класс находился на противоучительской, но никогда не было ни одного звука. Учителя не знали, что у нас нет урока. А потом ребята просили у меня какую-нибудь книгу, которую я рассказывала, прочитать. И когда в очередной раз учителя не было, все говорили: ну выходи, быстренько рассказывай, что ты там дальше прочитала. Поэтому так все было решено. Спасибо большое. Это ваше решение было спонтанным стать педагогом или хорошо обдуманным? Нет, у меня были тоже замечательные педагоги, и когда решался вопрос, куда же поступать, мы много с ними беседовали о том, что учитель – это прежде всего творчество. И это творчество каждый день. А поскольку я была, как мне кажется, человеком творческим, это была и одновременная рекомендация, и мое жгучее желание. Спасибо. Александр Федорович, расскажите о вашем пути. Как проходил ваш карьерный рост? Сталкивались ли вы с какими-нибудь трудностями? Ну, конечно, с трудностями. Конечно, время было не такое, как сейчас. Я родился и вырос в очень простой семье. Родители были рабочие, работали на заводе в городе Константиновка Винницкой области. После школы не поступил в университет. Работал сначала на металлургическом заводе электромонтёром, потом пошел служить в армию. И только после в армии осуществилась моя мечта, я стал студентом. Учился очень хорошо, были стремления к знанию очень серьезные. Я закончил университет с красным дипломом. И после этого пришел работать в 19-ю школу. 3 года проработал учителем, и меня назначили в 29 лет завучем. А в 34 года меня назначили директором школы новостройки, вот этой нашей сегодняшней гимназии. 10 лет я проработал директором школы, а потом меня пригласили на работу в исполком, и я 10 лет тоже проработал заместителем городского головы. После этого еще 2 года я работал начальником отдела образования Шахтерского района, а потом, наконец, вернулся в свою родную школу, где сейчас и работаю. Конечно, было трудно, всего приходилось добиваться самому, помощи ждать было нет. Но эти трудности были, с одной стороны, приятные, а с другой стороны, нужные, потому что они закаляют и дают мотивацию в дальнейшем. Спасибо большое. Екатерина Анатольевна, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать педагог? Ну, по своим убеждениям, я сухомлиновка. Был такой учитель великий Василий Сухомлинский. Я в студенческие годы посещала клуб Сухомлинского, я была в школе Сухомлинского. Я очень уважаю его как личность и пытаюсь претворить его принцип. Поэтому самое главное – это любовь к детям. Вот если есть любовь к детям, если есть стремление их понять, принять такими, какими они есть, где-то поддержать, где-то, возможно, конечно, и поругать. Всякое должно быть в школе. У детей не может быть только успеха или только ошибок. Должны быть трудности и победы. Поэтому учитель должен любить и видеть, где можно ребенка поддержать, чтобы он, не дай Бог, не упал. Спасибо. Екатерина Анатольевна, не жалели ли вы когда-нибудь о выбранной вами профессии? Нет, я не жалела никогда. Я закончила Донецкий государственный университет. И было тогда такое распределение. То есть тебе говорили, куда ты должен поехать работать.
Я, естественно, поехала работать в сельскую школу, потому что я не представляла, как я, комсорг группы, не выполню это задание. Это государственное дело. Я приехала в школу и узнала, что у них учителя русского языка уже не было 3 года. И я с радостью окунулась в эту работу. Но поскольку всегда была человеком с лидерскими качествами, я думаю, я очень скоро и там стала завучем. И это был мой первый опыт, и мне было очень жаль, и детям было очень жаль со мной расставаться. Но так получилось, что мы вернулись в родной Шахтерск. Здесь у меня была 19-я школа, метод-кабинет, родная, 6-я школа, которая потом стала гимназией. Я ее очень люблю, горжусь. Это судьба, я не жалею ни минуты. Спасибо большое. Александр Петрович, скажите, пожалуйста, много ли поменялось в школе за время вашей работы? Очень, очень много. Но если раньше, вот когда мы только начинали работать, были разные поколения. Учителя одно поколение, дети другое поколение. Но находили общий язык достаточно легко. А сейчас даже не поколение, сейчас эпоха. Эпоха, в которой жили мы, и эпоха, в которой теперь вы живете. Так стремительно меняется жизнь, и так развивается научно-технический прогресс, что мы, учителя, пытаемся за вами успевать, но стараемся, не всегда, может быть, это и получается. Очень упростилась сейчас возможность получения информации. Если раньше, чтобы получить какую-то информацию, нужно было идти в библиотеку и сидеть там несколько часов, листать многие книги и находить нужную информацию, вам достаточно нажать одну кнопочку и эту информацию получить. С одной стороны, это хорошо, насколько все упрощается и убыстряется, а с другой стороны, я вижу тут тоже проблема, потому что не все возможности мыслительной деятельности детей сейчас задействованы. Сейчас, вот по моим наблюдениям, не так хорошо развивается память у детей, как раньше. Раньше у детей главное было запомнить, усвоить знания, а сейчас для вас главное знать, где источники информации, где эти знания найти. Вот умений у вас много, но не у всех получается получить через эти умения знания, хотя лучшие ученики, конечно, этого достигают. Поэтому разница огромная, но учителя стремятся идти в ногу с прогрессом, и в большинстве случаев, я думаю, это получается. Александр Федорович мне сказал еще, что наша 6-я школа и теперь гимназия, благодаря его идее, работает в модульном режиме. Да, уроки у нас по 30 минут, Да. как вы знаете. И это всем очень нравится. Да, это удобная система. Очень. И резко уменьшается объем домашних заданий, что тоже важно. Да. Да, и нужно меньше книг носить, потому что меньше уроков в день. Это хорошо. Александр Федорович, скажите, пожалуйста, а поддерживаете ли вы связь со своими бывшими учениками? Со многими. С некоторыми очень тесные связи, с некоторыми, когда сталкиваешься, приятно удивляешься, что тебя помнят, уважают и стараются сделать тебе доброе дело. Расскажите, пожалуйста, как ваша совместная работа в школе отражается на вашей семейной жизни? Приходится ли это тяжело или, напротив, вы легче друг с другом взаимодействуете и больше друг друга понимаете? Понимаем, конечно, с полуслова. Это безусловно. Был у нас когда-то договор, что дома мы не говорим о школе. Но это невозможно. Мы, естественно, говорим о школе. Мы, естественно, находим какие-то новинки в интернете, любые, какого-то урока, какого-то метода, какого-то стихотворения, и тут же друг с другом делимся. Ну, потому что, наверное, все-таки, может быть, это неправильно. Но мне кажется, что в нашей семейной жизни это помогает. Потому что мы друг друга понимаем и поддерживаем в этом вопросе. Ну, я могу добавить, что в самом начале педагогической нашей совместной деятельности были определенные сложности в этом вопросе. И так получилось тоже интересно, что в 19-й школе я работал заучем по учебной работе, а Екатерина Анатольевна по воспитательной. Вот. И поэтому кое-какие, конечно, у нас трения и проблемы могли возникать. Но со временем мы стали умнее, мудрее, стали все понимать правильно, и сейчас абсолютно никаких проблем в этом плане нет. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Данное интервью подарило нам бесценный опыт.
огромную возможность узнать вас, наших учителей, с другой стороны. Нам было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо вам большое, что вы уделили нам эту возможность. Мы рады были узнать о вас еще больше информации. До новых встреч!